Китайские власти переселили более 800 казахских семей, занимавшихся сельским хозяйством в городе Чингил Алтайской провинции Восточного Туркестана, в новые жилые комплексы, построенные в рамках программы урбанизации деревень. По сообщениям Туркестан Пресс, китайские источники утверждают, что данные действия властей направлены на поддержку малоимущих и избавление жителей деревень от первобытных условий существования. Принудительное переселение крестьян, которое началось в 2011-м, завершится к 2020 году. Согласно плану властей, в новые жилые комплексы переселят свыше 760 тысяч крестьян. Всех переселившихся в обязательном порядке обучают китайскому языку и праву. Социальные сети Twitter и Facebook заблокировали сотни аккаунтов, обвинив Китай в распространении ложной информации о демонстрациях в Гонконге. Руководство Twitter официально сообщило о блокировке 936 аккаунтов, целью которых являлась подрывная деятельность и организация политического хаоса. В заявлении Twitter указывается, что в результате детального расследования было доказано, что заблокированные аккаунты вели китайскую пропаганду. Вслед за Twitter о блокировке фальшивых страниц и аккаунтов сообщило руководство Facebook. США провели испытания ракеты, запрещенной соглашением о ядерном вооружении среднего диапазона, из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке. В официальном заявлении Пентагона указывается, что на острове Сан-Николас, штат Калифорния, было проведено испытание структурированной крылатой ракеты наземного базирования, которая после запуска из мобильной пусковой установки поразила цель, пролетев более 500 километров. По словам специалистов, данные, полученные в ходе эксперимента, помогут в разработке новых ракет среднего радиуса действия. Президент Франции Эммануэль Макрон провел с Владимиром Путиным совместную пресс-конференцию, на которой сообщил, что обсудит с российским коллегой вопрос Украины, Ирана и Сирии. Макрон заявил, что, основываясь на Сочинское соглашение, необходимо добиться прекращения огня в Идлибе. В свою очередь, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия поддерживает действия сирийской армии, борющейся с террористами в Идлибе. По вопросу Украины Макрон призвал провести саммит в нормандском формате, в котором примут участие Россия, Украина, Германия и Франция. Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что Тегеран не планирует вести переговоры с США о новом ядерном соглашении. По сообщениям государственных источников Ирана, Джавад Зариф, находящийся с официальным визитом в Финляндии, провел совместную пресс-конференцию с финским коллегой Пекка Хаависту. Закрывший тему возможных переговоров с США по ядерной программе Ирана, Зариф заявил, что вопросы посредничества могут быть рассмотрены только в случае выполнения Вашингтоном своих обещаний.